Добрый день, дети и ваши родители. Я детский врач и детский писатель Валентин Егоров. Я очень рад встрече с вами и горжусь тем, что я уже более 20 лет сотрудничаю с единственным в Республике Саха ярким красочным журналом «Колокольчик». Я до сих пор помню первый рассказ, который был опубликован на страницах этого прекрасного журнала. Это был рассказ «Не хочу болеть» о мальчике, который волей судьбы попал в больницу и что он переживал. Все мои рассказы, как и сказки, имеют где-то сказочное начало, и обязательно со счастливым концом. Я являюсь, как детский врач, всю жизнь практически общаюсь с детьми, и поэтому я не могу не писать для детей. У меня вышло где-то 16 сборников стихов и рассказов, из них более половины – это книги, рассчитанные на детей и их родителей. Вот я хотел бы показать вам одни из последних моих книг. Вот «Сказочный север». Книга посвящена нашему якутскому северу. Вышла в библиотеке в серии «Библиотека полярника». И здесь собраны сказочные истории, посвященные нашему якутскому бескрайнему северу. Я описываю животный мир, природу, которая очень хрупкая и требует, естественно, защиты. Я пишу о людях, о детях, которые живут в этих суровых краях. И вот в июльском номере журнала «Колокольчик» будет опубликована моя сказочная история «Алмазы – вечные спутники людей». Это, я бы не назвал ее сказкой в чистом смысле слова. Это здесь явь и сказка переплетены самым тесным образом. И я придерживаюсь той сказочной версии, что алмазы когда-то были величественными людьми. Их называли племя Алмаз. Я не буду пересказывать весь сюжет этой сказки. Я надеюсь, что вы, взяв в руки очередной номер журнала «Колокольчик», сами прочитаете эту прекрасную сказку. Я только хочу заметить, что эта книга является участником всероссийского конкурса имени Арсеньева «Дальний Восток». И мне посчастливилось из 93 участников попасть в 30 лучших в номинации «Проза для детей». Так что мои тексты заметны не только читателями, но и членами уважаемого жюри. Также я хотел бы представить прекрасно оформленную, необычную книгу. Это азбука-раскраска в стихах для детей про зверей. Она необычна тем, что это не просто книга, а 3 в одном. Сюда вошли азбука с четверостишьями, написанными на все 33 буквы, включая букву И краткая, твердый, мягкий знак, что обычно в подобных азбуках пропускаются. Также это и раскраска, то есть ребенок может не только учить буквы нашего алфавита, но и заниматься творчеством, раскрашивать рисунки, предлагаемые рисунки. После того, как вы изучите эти буквы, вы можете перейти к чтению стихов. Здесь представлена также подборка детских стихов, тоже с раскрасками. Так что, если кого-то заинтересуют эти книги, вы можете через редакцию обратиться ко мне. И я буду рад вам представить свои книги, если кто-то хочет их приобрести.
Я хотел бы также добавить, что я пишу уже на следующий год будет ровно 30 лет, как я занимаюсь писательским творчеством. И дважды я признавался лучшим детским писателем на международных конкурсах. Поэтому также я являюсь послом детского чтения в Республике Саха-Якутия. Дети – это очень благодарная аудитория. Они дают мне поводы, сюжеты для моих будущих рассказов. Поэтому, общаясь с детьми и по работе, и в нашей обычной жизни, мы, как говорится, существует обратная связь. Поэтому и дети, почему я на многочисленных встречах замечаю, что они очень искренне воспринимают мои рассказы и сказки, потому что они написаны действительно на живом материале. И дети им верят. Иногда забывают, что это сказочная история. Настолько реально я изображаю те события, которые мне дарят непосредственно сами дети. Поэтому я желаю долгих лет нашему журналу «Колокольчик» и всегда рад общению с редакцией этого славного журнала. И, конечно же, через этот журнал я буду рад встрече с вами, дорогие наши дети.